Читаем парламентскую газету от 30 ноября 2017 года под номером 44. Статья «Как потратить 160 миллиардов решат регионы». Сенаторы приняли группу поправок в налоговое и бюджетное законодательство, утвержденных в преддверии принятия закона о федеральном бюджете на ближайшие 3 года. Был утвержден порядок выдачи и обращения закладных в электронной форме. Теперь процедура оформления ипотеки для миллионов людей станет значительно проще и удобнее. Очередей станет меньше, следовательно, освобождаются тысячи рабочих часов. Одобрили изменения в налоговом кодексе в части налогообложения материальной выгоды. Если коротко, теперь больше граждан смогут сэкономить на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей. Это весьма актуально именно в нынешней ситуации, когда микрофинансовые организации встречаются едва ли на каждом углу больших и малых городов. Крайне важное изменение налогового кодекса утвердили в части сохранения на 2020 год тарифов страховых взносов, действующих для основной категории налогоплательщиков. Ростислав Гольштейн, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщил, что предусмотрено применить в 2020 году прежний размер взносов на обязательное пенсионное страхование – 22%, хотя ранее было намечено повысить этот тариф до 26%. Но наиболее существенные изменения были внесены в механизм взимания налогов. О них коллег информировал Виталий Шуба, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Главное из новшеств: с 1 января 2018 года налоговые льготы на движимое имущество применяются на территории субъекта Российской Федерации только в случае принятия соответствующего регионального закона. У этой льготы есть своя история, принятая в 2012 году. Она должна была стимулировать бизнес, обновлять оборудование и модернизировать средства производства. Видимо, не во всех регионах это произошло, что стало причиной практически единодушного обращения большинства местных руководителей в Совет Федерации с просьбой исключить эту норму из налогового кодекса. Проблема была настолько острой, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила принципиальный вопрос перед Минфином – отменить льготу уже в 2018 году. 160 миллиардов рублей, которые могут вернуться в этом случае в региональные бюджеты, совсем не лишние, учитывая высокую в сотни миллиардов рублей долговую нагрузку на консолидированный бюджет. Статью подготовил Юрий Струков. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.